Вытворчасць будаўнічай і дарожнай тэхнікі прадугледжвае працу з сур'ёзным абсталяваннем, у прыватнасці станкі з выкарыстаннем газу, плазмы, лазера. Таму и адказнасць асаблівая. Травмирован могут быть, естественно, это в первую очередь искрой, но это газорезная машина, это режет металл под током, как током, так и большим давлением тока, так и обычным газом. Вот для этого у нас, как говорится, и имеется спецодежда, и все, очки для этого защищенные. Но главное не подставить себя. В первую очередь, когда ты приходишь на предприятие, тебя этому и обучают, проводят и инструктажи, и все, и уже непосредственно на рабочем месте, где лучше находиться, куда лучше отойти. Моніторинг бяспечнасці на працоўных месцах вядуць спецыяльныя рэйдавыя групы. Немалая роля адведзена і грамадскім інспектарам. Вот это у нас газораспределительный узел, один из, в общем-то, самых опасных участков на предприятии, потому что здесь непосредственно проходит газ и рядом работают люди. Наладчик завода «Мкадор Пінск» Михаил Муга абавязкі грамадскага інспектора по ахове працы выконвае ўжо 1,5 гады. Непосредственная задача состоит в проверке состояния и протекания рабочих процессов на этом оборудовании. Ну, плюс операторы сами же также проводят ежедневный контроль перед началом работы. Ну и мастер цеха в этом тоже участвует. Общественные инспекторы, они знают поставленную перед ними задачу и активно участвуют в нашей повседневной жизни. То есть подобранные люди самые сознательные и в процессе своей работы, ежедневной работы, они ведут контроль за соблюдением условий труда, за обеспечением условий труда, за безопасностью со своей позиции, с позиции опытных рабочих. Аднак статыстыка сцвярджае, тэндэнцыі зніжэння колькасці няшчасных выпадкаў на вытворчасці ў рэгіёне не назіраецца. За першы квартал года ў выніку траўм, атрыманых на працоўных месцах, загинули 6 человек. И опять по статистике в первую очередь видим, что здесь человеческий фактор присутствует. То есть и руководители организации, и инженерно-технические работники не выполняют свои обязанности по охране труда. Значит, и в том числе сами работники на рабочих местах очень часто нарушают инструкции по охране труда, технологические карты, проекты производства работ. И поэтому такая статистика и на этот год она продолжается. Моніторинг працягваецца. У мінулым годзе яго вынікам стала звыш 1000 прадстаўленняў наймальнікам і больш за 2000 спыненых станкоў і машын, эксплуатацыя якіх стварала рэальную пагрозу жыццю і здароўю работнікаў. Марыя Кобіца, Ліса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».